Легко ли живется сегодня незрячим людям, особенно пожилым, когда в этом возрасте даже зрячему требуется помощь? Это сложно представить. Однако даже в преклонном возрасте еще теплится надежда на чудо. И случайно мы встретили врача, который делает операцию на глазах. Мы с ним переговорили, он ее осмотрел и сказал, что да, действительно, есть шансы, что эта женщина будет видеть. Елизавета Бас всю свою жизнь проработала санитаркой в Камрадской больнице. Зрение потеряла после того, как попала в аварию. Как это случилось, она уже и не помнит. Но соседи рассказывают, что после больницы ее сразу же определили в дом для пожилых людей. Я ее знаю всю жизнь. Мы недалеко жили друг от друга. Она работала в хирургии санитаркой всю жизнь. И здесь она попала после аварии. Сбила ее машина и попала в больницу. После больницы ее перевели сюда, потому что не было кому смотреть. Женщина оказалась прикованной к постели. С одной стороны возраст, с другой – слепота. 3 года она не могла передвигаться сама. За ней ухаживал медперсонал. С ней тогда было сложно, потому что она не видела и приходилось она не могла, не видела, что покушать, ее девочкам приходилось кормить, если на прогулку водить. Она только не видит у нас тут, не видела вернее. Но самое аккуратно она и кушала, хотя не видела, но самое аккуратно она кушала из самых старых людей. Несмотря на преклонный возраст, она решилась на операцию. По словам директора дома для престарелых людей, операция стоила недешево. Такая операция стоит 12 500 леев. У бабушки нету при пенсии 550 лей, у нее нет таких денег. Я, соответственно, обратился к Николаю Харлановичу Доглу, примару нашему, потому что это учреждение подведомственно примарии. Он дал согласие написать заявление на совет, и совет, соответственно, решил помочь этой женщине. Врач взял чисто символически 2500 лей, так сколько стоят только материалы. За работу, за все остальное он деньги не взял. Сама женщина призналась, что терять ей было нечего, поэтому любой результат ее бы устроил. Я, когда поступила, не видела совсем все. Потом они меня, врачи, сестры, санитарки, очень уважали. Я тоже работала в больнице. Это все хорошо. Сейчас вижу. Сегодня она радуется тому, что стала видеть, и благодарна людям, которые не оставили ее одну с бедой. Директор наш хороший, все хорошо. Спасибо Богу. Довольна очень, очень довольна, очень даже. Сейчас она довольна, она рада, что она видит, хоть только одним глазом, но она счастлива, что она наконец-то видит свет. То до сих пор вообще ничего не видела, только темно было. Она делает круги по несколько, очень быстро. Для Елизаветы Бас действительно произошло чудо. В возрасте 85 лет она снова увидела белый свет. Самостоятельно стала гулять вокруг дома, ухаживать за цветами и доживать дни, отпущенные ей Богом.